привет! С вами я, Евгений Манаенков, как всегда, и вы смотрите Клуб путешественников. И сейчас я отправляюсь на поезде в Беларусь, город Минск. Я думаю, прошлый выпуск вы смотрели. Я ехал на автобусе. И мы отправляемся в наше путешествие в Беларусь, в город Минск. Здесь такой небольшой номер. Вот. Насладиться, в принципе, атмосферой и архитектурой города. Минск очень крутой город. Можно, не считая дурацких школ. Да, дурацкие школы. Вот здесь буквально пару минут назад проходил известный довольно-таки музыкант Макс Корж, который знаменит не только в Минске. Сколько же в Минске чудесных скульптур! И сейчас вторая часть. У меня билетик в Минск, время отправления 22:13. В 7:26 утра я буду в городе. Ехать 9 часов. Ну все, дорогие друзья, спокойной ночи. Ехать всю ночь. Всем доброе утро. Вот, дорогие друзья, в Минске погодка отличная. Город Минск появился около 900 лет назад у слияния рек Свислочи и Неминги. На реке Немиге произошла битва, которая описывается также и в слове о полку Игореве, в результате которой Минск был разгромлен, а жители взяты в плен. Русско-польская война с 1654 по 1667 годов нарушила многовековый мир. В результате Минск был в очередной раз полностью разрушен. В результате Северной войны город был захвачен в 1708 году шведами, а затем в 1709 году взят русскими войсками. С 1793 года в результате раздела Речи Посполитой Минск вошел в состав Российской империи как столица Минской губернии. Начался новый этап развития, выросла численность населения, отстраивался город, улицы замощены булыжником, открылся первый общественный парк, библиотека, театр, вошла первая печатная газета. Началось строительство 2- и 3-этажных домов. Дома строились только каменные. Через Минск прошла железная дорога Москва-Варшава, которая дала новый толчок развитию города. Появился водопровод, телефон, электростанция. В городе насчитывалось 23 учебных заведения. И сегодня Минск является крупным, современным, развитым городом, служащим украшением и гордостью Белоруссии. И сегодня я буду не один, а с моей замечательной подругой и певицей Никой Ванг. А мы идем в нашу гостиницу. Сейчас, минутку. Ой.
Такие ступеньки здесь. Да. Вот комната. Вот мой номер. Холодильник. Это будет стоить $25 за 7 дней. Это туалет. Душевая кабина. Вот такая гостиница. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ника Ван, самая креативная, самая эпатажная ведущая и специально для канала Клуб путешественников. Сегодня мы находимся в Беларуси, в городе Минске, в самом центре, возле метро Немига. Здесь очень много уютных террас, площадей, храмов и присутствует такая уютная историческая атмосфера. Ну вот так вот, дорогие друзья, отдыхаем, гуляем в центре Минска.
цветок, раскрывающий свои лепестки навстречу наступающему утру, является образом возрождения и расцвета Беларуси. Всем привет! Это парк Победы в Минске на проспекте Победителей. Замечательное Комсомольское озеро. Обычно здесь работает фонтан с подсветочкой. Есть прокат велосипедов, фонтаны замечательные там в парке, катамараны, теплоход. Уютная атмосфера, добрая, радушная. Мы рады видеть гостей в Минске. Приезжайте. Дорогие друзья, мы попали в какой-то элитный район. Здесь одни коттеджи, но мы ищем лесопарк Дрозды, который вроде бы находится возле резиденции президента Беларуси. Вот, дорогие друзья, такие интересные дома. Но мы идем в лесопарк, тоже очень красивое место. Там вроде бы водопад должен быть и много другого интересного. Подскажите, вот этот лес, это лесопарк Дрозды или Да, нет? да. А мы никак не можем в него попасть, наконец-то добрались. Солнце, указание, пляж номер 2. Просто Вот тут это. на фотографиях, знаете, такие фонтаны, Ну, это водопады. дальше, туда идите. это в дальше, ту сторону, конечно, да. Дорогие друзья, как нам сказали, идти вдоль этой речки и направо. Возле речки вот площадка и вот сам пляж. То есть здесь загорают, купаются. Дорогие друзья, здесь даже лебеди обитают. Ну да, я уже заметил. Мадам, можно вас на секунду? Я прошу прощения. Дорогая моя, лебедь, поверните вашу длинную шею налево. Дорогая моя. Можно на минутку? Искали такой райский уголок с очень чистой, красивой природой под названием лесопарк Дрозды. Просто огромнейшая территория, нескончаемый лес. Мы уже прошли значительное количество
территории, но все только начинается. Дошли мы сейчас до речки, здесь рядом находится дамба, протекает такая спокойная, красивая река. И мы направляемся дальше, чтобы показать вам всю эту красоту. Если будете в Минске, обязательно посетите это место. Дорогие друзья, несмотря на то, что мы находимся сейчас на природе, что здесь сильный ветер, мы находимся на плотине с такими небольшими водопадами, но тем не менее я в платье и на каблуках. Дорогие друзья, вот мы пришли к такому водопаду красивому. Дорогие друзья, а мы продолжаем наше путешествие по лесопарку Дрозды. И сейчас мы дошли до самого искрометного, самого райского местечка в этом лесопарке, рядышком с водопадами, которые протекают за моей спиной. Мы стоим на чудесном мостике, романтичном, где влюбленные пары оставляют свои замочки. Здесь проходят также свадебные фотосессии. Поэтому, когда будете в Беларуси, в городе Минске, посетите обязательно это место, и вы не пожалеете. Дорогие друзья, с вами самая яркая, эпатажная ведущая Ника Ван. И вместе с каналом Клуб путешественников мы продолжаем нашу прогулку по лесопарку Дрозды. Вот мы добрались до такого места, где продолжает протекать река и находится препятствие в виде камней, по которым вы можете перейти на тот берег. Очень приятное. Парк такой необычный, если брать по Минску, допустим, парки, это очень необычный парк. Непонятно даже, что ты находишься в Минске. Такое ощущение, что ты где-то вообще в другом городе, вообще в другом месте. А ощущение
какие-то особенные такие тонкие ощущения, приятные, какая-то первобытность. В общем, этот парк на сегодняшний день прям удивляет, приятно удивляет. Вот это, дорогие друзья, тишина. Воздух свежий и ни одной живой души нет. Пришли в кафе «Серебряная ложка». Сейчас зайдем в кафе, посмотрим атмосферу, посмотрим блюда, цены. Дорогие друзья, мы уже вошли внутрь ресторана. Внутри очень уютно, комфортно. Посмотрели меню, посмотрели цены, определились, сделали заказ, заказали вино чили 50 мл, Санта-Хелена, крепкое, полусухое, и заказали 2 пражских салата, заказали свинину с боровиками, свиную вырезку. В итоге у нас вышло в общем подсчете вместе с десертом, с грушевым мороженым будет 1000 рублей. Пробую салат пражский в кафе-ресторане «Серебряная ложка». Сюда входит говяжий язык, помидоры, капуста, яйца, горошек, майонез. Хороший по вкусу салат. Язык немножко туговатый. Принесли наш десерт. Это ванильное мороженое с шоколадным топпингом. Будем пробовать. Вкусное мороженое, очень вкусным шоколадом. Мы находимся в Белоруссии, в юго-восточной части города Минска, в зоопарк. Только что мы приобрели 2 билета на посещение зоопарка и динопарка. Стоимость одного билета 15 рублей. А если посещать просто зоопарк, то стоимость билета составляет 10 рублей на одного человека. Зоопарк находится на пойме реки Свислочи. Зоопарк был основан в 1984 году
и включают в себя наличие около 2000 животных. Мы уже с нетерпением хотим войти в зоопарк и посетить это прекрасное место. Поехали! За рубль. Илюша, стой! Покормить уточек. Экзотических животных и птиц. Прошли уже значительную часть зоопарка, вот пришли в аквариум. Добро пожаловать!
уже большую часть зоопарка. Сейчас уже практически вечер. Были в аквариуме, экзотариуме. Сейчас пришли в террариум посмотреть и ознакомиться с животными, которые там обитают. За моей спиной находится Динопарк. В 7:30 вечера мы наконец-то добрались до него. Сейчас идем его осматривать. Ой, как не спускаться? Так, по мостику. В смысле? Как помочь? Так вот. Вот пьем тортик с чаем в честь приезда в Белоруссию, в Минск, оператора канала Клуба путешественников Евгения Манаенкова. Купили первый раз вот такой вот белорусский тортик, шоколадно-банановый. А мы, дорогие друзья, приехали в такое замечательное, тихое, уютное местечко. Сейчас я вам его покажу.
Белогойского тракта в городе Минске, где за моей спиной сейчас протекает самый красивый водопад. Я вам рекомендую обязательно посетить это место, когда вы будете в Минске, и лично насладиться этой красотой. Поверьте, это того стоит. Я родился в городе Минске, здесь очень много разных парков. В этот парк мы часто ходим, посещаем. Я жил раньше на Стариновской, но хоть у нас там парк был свой, я сюда тоже приходил. Вот. В Минске много разных лесопарковых зон. Если не бояться клещей, можно вообще по всему Минску гулять, по всем паркам. Очень красивый фонтан, пример с хорошей советской архитектуры. Здесь приятно проводить время. И вокруг много магазинов, если надоест на фонтан смотреть. Мы находимся в городе Минске, в ботаническом саду, в одном из самых увлекательных, красивых и прекрасных мест в Минске. Основан в 1932 году. Сначала он занимал 90 гектар, теперь он занимает 153 гектара. Здесь находится около 9000 экземпляров растений. В 2007 году здесь была открыта оранжерея, в которой размещалось около 500 экзотических растений. А в 1999 году эти растения были признаны национальным достоянием. Почти всю южную часть Центрального ботанического сада занимает лесопарковая зона. Она начинается от средней обводной дороги, которая отделяет интродукционную часть дендрария от лесопарка. Вот, дорогие друзья, скамеечка. Здесь можно посидеть, отдохнуть.
на самом деле парк хороший, кроме одного. Здесь очень мало точек питания или точек, где можно там, присесть, ладно, здесь лавочек еще хватает. Но вот так вот какого-то там ресторанчика хорошего или кафешек побольше, честно говоря, очень не хватает. С детьми, особенно там, чтобы долго погулять, целый день здесь провести, не совсем удобно. А так, конечно, место, где можно хотя бы подышать свежим воздухом. С вами ведущая Ника Вам. Мы побывали в ботаническом саду. Подписывайтесь на нас, ставьте лайк. Впереди вас ждет еще много интересных сюжетов и репортажей. Всем пока, всего доброго и будьте с нами.